Каждое путешествие начинается с мысли, а может быть, стоит увидеть это своими глазами. Мы отправляемся в большое путешествие из Якутска на озеро Байкал. Не поездом, не самолетом, а своим ходом на машине. Вот и посмотрим, стоит ли преодолевать такой путь и сколько это будет стоить. Будем останавливаться и знакомиться с Читой, Улан-Удэ и Иркутском. На Байкале конечной точкой будет остров Ольхон. Жить будем в палатке, и это 3-я серия из множества. Путь из Читы в Улан-Удэ начался в 9:00. Первый привал сделали для того, чтобы пообедать. Путь пролегает по горным пейзажам. Бурятия – это горная республика в Восточной Сибири с разнообразным ландшафтом. Здесь есть горы и степи. Байкал омывает Бурятию южной и восточной частью береговой линии. Дорога пролетела без проблем. В город заехали в 18:20. На въезде встречает 16-метровая статуя Мать Бурятия. Заселились в гостиницу в центре. Обошлась она в 8990 рублей. И как показала практика, жилье в центре нам снимать ни к чему. Все равно ездим на машине. Вот это здание – это дом радио, памятник архитектуры города Улан-Удэ. Объект культурного наследия регионального уровня. На театральной площади расположен поющий фонтан. Напротив него театр оперы и балета. Это триумфальная арка, царские ворота. Весь следующий день гуляли по достопримечательностям. Прошлись по улице Смолина. Здесь сохранена историческая часть города, старинные усадьбы, которые являются памятниками архитектуры. Историческое название улицы – Большая набережная. Но в мае 1924 года улица была названа именем А.П. Смолина, одного из организаторов партизанского движения в Забайкалье в конце 19-20 века. На улице располагались дома крестьян и мещан. Дальше идем на Арбат. Это пешеходная улица со скульптурными композициями, магазинчиками и фонтаном. Здесь расположен дом купца Капельмана, который был построен всего за 4 месяца в 1907 году. И сейчас здесь располагаются офисы.
от Бурятии, ура! Георгий Победоносец, дети войны, 45-го года, 9 мая родился, 45-го года. В Улан-Удэ расположена самая большая монументальная голова Ленина в мире. Ее вес превышает 42 тонны, высота скульптуры 77 метров. Вместе с пьедесталом она достигает 14 метров. Приглянулось нам кафе «Нютак», расположенное рядом с этнографическим музеем народов Забайкалья. Подкрепились и пошли развлекаться в детский центр. У нас есть свое даже королевство. Кубовое королевство. Вот такой здесь огромный батут. Всем привет! Сегодня будем делать рум-тур на мой дом. Вот такой вот дом из кубиков. Здесь окно, стенка, желтая стенка. Здесь пацан какой-то. Вот крыша, пол и еще одна стенка. Сейчас покажу мой дом снаружи. Мой дом находится в царстве. Здесь 2 слоя кубиков. Ниже окно вот. Тут 2 слоя кубиков. У нас 4 работника. Вот так мой дом выглядит со стороны. И там в него кто-то ломится. Как я понял, нашему дому и стенам... Мальчик, уйди, а то сломаешь мой дом опять. Ладно, все, обзор закончен. Всем пока. Все-таки долгая дорога и гуляние по историческим местам утомляет. А завтра снова в путь. Наконец-то увидим заветный берег. Но сначала нужно посчитать, сколько мы потратили за 6 дней. Накатали 2900 километров, потратили 76 498 рублей.